Проблемы гранильной и ювелирной отрасли обсудили в Москве. Нестабильная обстановка в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе негативно сказывается на отечественных производителях. Подробнее об этом Наталья Сазонова. В работе заседания, кроме якутян, участвовали представители ювелирно-гранильных предприятий и золотопромышленники России. Было отмечено, что нестабильная обстановка в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе негативно отражается на отечественных производителях. Одной из главных проблем было названо несовершенство действующих нормативных правовых актов и налогового таможенного регулирования. Один вопрос, который нас всех интересует, и этот вопрос обсуждался на деловом форуме в Якутске, который был тоже посвящен обороту драгоценных камней, драгоценных металлов и регулированию имеющегося федерального законодательства. Этот же вопрос мы предполагаем обсудить и вот на сегодняшнем совещании в Торгово-промышленной палате. Поскольку всем уже сегодня понятно, что неурегулированность федерального законодательства вот в этой сфере резко тормозит развитие гранильной и ювелирной отраслей промышленности Российской Федерации. Мы очень надеемся, что вот на этом совещании наши предложения будут поддержаны. В результате заседания был принят проект резолюции по итогам первого делового форума, который прошел в Якутске на тему обобщения опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и ювелирной отрасли Республики Саха-Якутия. Нашим главным итогом сегодняшней встречи будет разработка мероприятий, а может быть даже и программы приоритетного развития отрасли переработки алмазов, создание эффективной гранильной отрасли как в республике, так и в Российской Федерации. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.